Для того, чтобы обеспечить розничных и оптовых торговцев сельхозпродукцией местами для торговли, администрация рынка приняла решение разместить их на территории так называемого «Поля чудес», а торговцев оттуда решено было переместить на полупустой второй этаж рыночного комплекса. Но их на торговые места сегодня не пустили бывшие арендаторы торговых точек, которые почувствовали себя ущемленными. 5 лет назад они вынуждены были оставить эти места и перейти в торговый комплекс «Сухумприбор», так как на рынке запретили торговлю вещами. Сейчас, когда наверх подняли так называемый блошиный рынок, бывшие арендаторы тоже захотели вернуться, возник конфликт интересов. Попытки старшего контролера центрального рынка Романа Джугели объяснить митингующим смысл решения администрации оказались тщетны. Договор аренды между администрацией рынка и арендаторами заключается на полгода, и в случае неуплаты аренды он расторгается. Но дело в том, что бывшие арендаторы считают выделенные им когда-то места своей собственностью, даже несмотря на то, что они не работали в сети 5-6 лет, то есть не выполняли правила аренды. Проще говоря, места торговли все это время пустовали. В администрации рынка уверены, конфликт возник искусственно. Требования бывших арендаторов не имеют под собой юридической силы. С ними расторгнут договор аренды ввиду невыполнения его условий. Те люди, которые сейчас бастуют и требуют, в кассу рынка рубль не вносили. В договоре написано, если человек месяц не платит, то он механически уходит. Мы никого не оставим на улице, чтобы мы им объясняем всем, каждый день их приходит очень большое количество людей. Но те люди, которые приобрели несколько мест в Сухумприборе, приобрели уже магазины здесь на территории рынка, стационарные, и когда-то стояли здесь на втором этаже, они просто хотят извлечь какую-то выгоду из своего старого места. Конфликтующим сторонам не удалось договориться. Торговцы-палаточники из блошиного рынка были вынуждены вернуться на прежние рабочие места на поле чудес. Администрация рынка, несмотря на конфликтную ситуацию, по-прежнему намерена настаивать на своем решении. Асида Мали, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.